Кирчомье и Дон на болотах расположены красивые древние Кадамские озера. Слышать о них многие слышали, но вот увидеть удивительные, окутанные тайнами озера – это довелось не каждому. Наша съемочная группа сегодня направляется на Кадам, но обо всем по порядку. Попасть на озеро оказалось не так-то просто. Сначала мы прибыли в старинное село Кирчомье, что в 220 километрах от столицы Коми. Затем пересели на более экстремальный транспорт. По размытым дорогам до Вычегды, что когда-то в половодье убежала от села на 3 километра, не любая машина может проехать. На берегу Вычегды нас уже ожидает моторная лодка. Еще полчаса вверх по течению, и мы на полпути к цели. Бобры делают для себя плотины, поэтому вода поднимается. Есть возможность проплыть и на лодке. Если бы не бобры, пришлось бы эти километры топать пешком. И вот мы на Балтийском берегу. Такое появляется ощущение. Это и есть озеро Большой Кадам. Сама природа создала такую красоту. Озеро это ледникового происхождения. Много тысяч лет назад, после активного таяния льдов, образовался огромный резервуар с водой. Постепенно болото и лес разделили водоем на несколько частей. Образовались озера Донты, Малый, Средний и Большой Кадам. Большой Кадам – это озеро 2 на 4 километра. Чистейшая вода, песчаное дно, идеальное место для купания. Большой Кадам – это Коми-море в Усть-Коломском районе. И правда, приезжающие сюда туристы отмечают, что Кадам очень похож на Балтийское море. И солнце не такое жаркое, и растительность, сосны. Но только вода здесь теплее, и есть волны, шум прибоя и бриз. Сейчас на Кадам и летом, и даже зимой каждый день приезжают рыбаки и просто любители активного отдыха. Половить рыбу, понаслаждаться местными красотами
поесть настоящие ухи и послушать местные предания и байки. Недавно здесь, на Кадаме, самый известный финн Вилли Хаапасало снимал фильм о Коми. Вместе с ним мы поймали несколько уток. Уже после съемок Вилли спрашивает, мол, вы специально для меня уток сюда завели и подстрелили? На самом деле мы показывали ему исконный способ охоты на птицу. Пастушить называется. Летом каждый, приезжающий сюда, обязательно искупается в прозрачной и чистой воде озера. Тем более, что глубина позволяет. Метров 100 от берега, глубина всего лишь около 1,5 метров. Ближе к середине глубина достигает 6 метров. Местные жители говорят, что встречаются омуты и в 20 метров. Вода на глубине пугающе черная. Возможно, поэтому до 80-х годов 20 века здесь не купались. Приходили за ягодой, места богаты клюквой, брусникой, черникой, морожкой. Собирали грибы, запасов хватит на всех. Но купаться никто не рисковал. Когда еще в школе мы учились, летом мы в июле-августе приезжали на сенокосные луга здесь. Одни школьники работали, взрослых где-то 2-3 человека, мужчины были у нас. А вечером уже где-то 4 часа, 5 часов заканчивали. Мы с ребятами, с девчатами идем на Кадам собирать ягоды, морожку, чернику собирать, чтобы отвезти потом родителям гостинцы. И вот когда здесь лодка обычно была деревянная, иногда ребята ловили рыбу. Вот поэтому мы дальше 5 метров мы не могли заходить, боялись. Всегда нас пугали. Тут какой-то рыба, говорит, очень крупная, хищная, говорит, есть. Она прямо, говорит, лодку переворачивает и потом, говорит, пугает всех людей. Поэтому мы боялись заходить. Ребята, хотя они очень смелые, но тоже никогда не купались. Это стали купаться только в 80-х, после 80-х, 90-х годах. Есть еще легенда о щуке. Говорят, когда-то большую щуку здесь попытался поймать коршун. Но щука потащила птицу ко дну. Долго еще эта парочка пугала местных жителей, выплывая то здесь, то там, пока не исчезла. До недавних пор на Кадаме встречались кочующие острова. Они вдруг могли возникнуть из ниоткуда и также внезапно исчезнуть. Острова эти – не что иное, как переплетенные корни деревьев и травы, которые отрывают от берега. Ведь озеро находится среди болот, и даже этимологически название Кадам означает «заболачиваться» – кадманы. Кадам в скором времени и вправду рискует стать заболоченным, заросшим местом. Берега каждый год разрушаются и осыпаются. До ближайшего болота несколько сотен метров. Кадам может соединиться с ним, и тогда Коми-море превратится в обычное заболоченное озеро. Единственный способ спасти его – укрепление берега. Медволам на Кадамас. Загадали желание, чтобы опять вернуться в эти места, посидеть на берегу древнего озера и насладиться красотами северной природы. Ведь ими насытиться невозможно.